и гости села Покровка. Үтө күнүнен күндү бирде дулахтарбыт, уамна ылжыктар. Сегодня, в День якутской письменности в нашей республике, мы торжественно открываем год Олонхо в Амгинском районе. Бүгүн Бехиш Республикабытылар саха тылын күнүгөр аммал уугар Олонхо сала араллыбытын бәлететбитин көмүлләй. У народа Саха еще с древности широко были развиты шуточные песни, пословицы, поговорки, рассказы и предания о замечательных людях. Но венцом словесного искусства являются большие героические сказания, которые называются Олонхо. Сахамуга өбүге сағаттан, өйттен сүрағаттан сүтәрбәккә былыр-былырдыктан, бәйе-бәйелерін көр күлуі оңыстан, сүрәғі долгудар олуан олонқоғыттар бұр, талпа таланыр, өріккен өйдір, аяллара туаяллара сахаларға олонқа айымныта болар. Для поздравления слово предоставляется заместителю главы Мумайский наслед Бунтовской Любовь Константиновне. Односельчане. От имени администрации наследия примите наши поздравления с открытием года Олонхо в Амгинском улусе и Днем родного языка и письменности. Олонхо – это величайший устный памятник народа Саха. Это героический эпос самобытной культуры. В 2005 году эпос Олонхо включен в Всемирный список ЮНЕСКО. Указом первого президента Якутии Михаила Николаева в 1996 году был объявлен Днем родного языка и письменности. Якутский язык является одним из древнейших на планете и одним из самых сложных языков мира. Желаю вам испытывать чувство гордости за красоту, мелодичность и богатство тех слов, которые мы слышим с раннего детства. Бережно храните чистоту родной речи, обогащайте свой словарный запас, прививайте культуру общения своим детям. В этом году в Амгинском улусе 20 и 21 июня пройдет ИСЭХ Олонхо. Призываю вас принять активное участие во всех проводимых мероприятиях при подготовке к ИСЭХу Олонхо. Еще раз вас всех с праздником! На сцене театрализованная постановка Олонхо «Эрчимен Берген» в исполнении участников ВУДа «Театральные ступеньки» руководитель Юлия Николаевна Михайлова. Олонхо – древнее эпическое искусство народа Саха. Действие в Олонхо происходит в 3 мирах – в верхнем, среднем и нижнем. В середине мироздания находится Аллукмас – мировое древо, корни которого уходят в нижний мир, приют темных враждебных сил. Крона растет в среднем мире, где живут люди, а ветви устремлены высоко в небо, где обитают божества Аи верхнего мира. Верхний – это боги, средний – люди, нижний – нечистая сила. В эпосе Эрчимен Берген герой верхнего мира Ирын Арат Всемогущий забирает мальчика у среднего мира и возвращает на землю богатырем, дав ему силу и имя Эрчимен Берген. Родители рады и понимают, что их сын будет защищать землю от зла.
озер, не очень просторна, но и не мала. Когда-то страна Аинов была. На самой средине той обины своей росе проживала вшина, чья пожилая старейка Рен с хозяйкой своей Галенчик. Зажиточно жили они, непривольно, достатками были, горды и довольны. Сколько не тратили, не иссякало, сколько не черпали, не убывало. Годы прошли, и когда старики были уже к тому свету близки, стали в сединах их пряди волос, сына им как-то родить довелось. Однажды под утро, раскинув постелью, на речку помчала сквозь заросли ели, по зелени мягкой тропинкой прямой, и тут же пропал, не вернулся домой. На севере от услали гонца, на западе слух летел лунца. Никто, исчезнувших добрую весть, не смог из дальнего края принесть. Как будто растаял он вдруг облаками, как море глубокое кануло там. И все же надежд не теряли они, все ждали и ночи, и долгие дни. Вот топот однажды донесся до них, сторонялся двором, и мгновенно затих. Приезжий видит, бежал из забора, он не побежал из юрты водой, и видит, как он поднялся с высоко, стоит перед ним зеница их окон. Все тело его закаленное сталь, и ростом 4 выше он стал. Расширились плечи с крутыми углами, сдуваются мышцы повсюду буграми. И вся железо одежда на нем, навиданный панцирь лучится в нем, дитя их родное и жизнь весна. Как красавица с санкой и видом пригожишь, другого такого нигде не найдешь. Доспевал, сверкая, как редкий аромат, и начал о том, что видел рассказ. От радости гром прогремел на перу, воскликнули дружно: «Уруй! Родная страна спасена от врагов! Нам есть положиться в борьбе на кого?»
грозным Уотер-Балджином. Спешит к нему грозный Уотер-Балджин. Изо рта изрыгают то пламя, то дым. Без слов не летели они друг на друга. Схватили в булавы по сотне пудов, обрушили их на макушку голов. Но чудо булавы, как гриб дождевик, ушли, не коснувшись, рассыпались вмиг. Лишившись мечей и наточенных пик, не дрогнул никто, не сдался из них, как звери подскакивая рыча, друг друга бросали в его лучах, себя не щадя. Ни тот, ни другой не смог завершить победу в бой. Устал. Устал у Балджина Бергейн изнемог, на землю повалились пластом, лежали в растяжку, как туши волов, не в силах поднять омертвевших голов. Русский охотник беда, перебутает богатырь, на ставке обрудившись стрим. Склонился к Бергейну и губы смочил, той благой дарящий источники сил. У витязя губы зардели цветком, потухшие очи блеснули лучом, расплылся туман и разбился сон. В гордость и силу почувствовал он, как братья крестились Берген и Тунгус. Поймал Чмен тут подарок чудесный, вскричал, все исполнил посланник небесный. Богатырь нечистой силы Чухкнур-Чура превратил невесту Арчимена Хачаланку в черный камень и проглотил его. Внезапно на пепел буран налетел, сильнее еще небосвод помутнел. И видит Берген Чункунур богатырь, стоит перед ним весь крови, как упырь. По бедрам себя умилительно бьет,
с усмешкой чешет свой круглый живот, в котором гудит, как в пылающей печке, и губы скривили злорадной усмешки. Ух ты, ведь я знаю я тебя, паренек. Ты, вижу, намерен сразиться со мной. Послушной женой хочу однако поедет со мной. Вот если бы ты нас вперед перед ней танцуя, унял бы тоску ее дней. Ты с ней ее будешь из многих стихов. Ну как ты, согласен служить, паренек? Тергенча орудовал длинным мечом, который казался слепящим лучом. Навеки пусть исчезнут коварстве и ложь, сказал тут Берген и отточенный нож. Насколько позволили злость и рука, всадил он тут черное сердце врага. Затем изо рта отсекую торопливо, он выхватил камешек с ярким отливом, взволнованно вскрикнув, метнул его бег. Разбился тот камешек, и из него на арке Бергену спустилось око.